Друзья, рада вас приветствовать на моем канале. С вами Ольга Быстрова. Предлагаю вам прогноз на 26 мая 2020 года. Посмотрим, что ждет нас в этот день. Карта на сегодня десятка пиковая. Это карта, которая говорит о том, что мы наконец находим решение каких-то важных для себя вопросов. Если, допустим, были какие-то сложности или, может быть, мы не видели выхода, да, то вот сегодня как раз открывается для нас вот новая возможность. Эта карта говорит о том, что мы можем менять свой образ жизни, мы можем менять, там, допустим, диету, мы можем менять способ общения с людьми. Это могут быть новые люди совершенно, это могут быть, кстати, поездки. Либо мы планируем какие-то поездки, допустим, летний отдых, может быть, даже здесь покупка билетов может происходить. Также эта карта говорит о новых каких-то планах, предприятиях, о новой работе, о новых каких-то проектах, идей, которые мы начинаем воплощать, которые вот нашу жизнь меняют. Это новые встречи, новые люди и так далее. Вот именно слово «новое» тут очень хорошо подходит. Что еще можно сказать по этой карте? Здесь могут решаться вопросы, связанные с другими государствами. Здесь могут решаться вопросы с получением, допустим, каких-то важных документов, с сдачей экзаменов вот именно по иностранному языку. Здесь может быть какое-то важное решение, которое примет человек, чиновник, да, вот, допустим, от него что-то зависело в ваших делах, и вот как раз здесь разрешение ситуации. Также можно привлечь к решению ваших вопросов каких-то людей, которые занимают высокие должности, либо это люди, которые знают закон, вот юристы какие-то, да, судьи и так далее. То есть можно будет таким образом еще решать ваши вопросы. Также карта говорит о том, что важно, чтобы все бумаги, все документы были в порядке для того, чтобы правильно решались все вопросы. Еще очень важно обращаться к информации, которая непривычная для нас. Да? Это может быть новое какое-то обучение, это профессионально как-то мы можем улучшать свои навыки. В общем, карта, которая говорит о том, что мы наконец-то прорываем тот круг замкнутый, в котором находились в последнее время. И все дела решаются. Даже если это касается нашей личной жизни, то тоже у нас происходит улучшение. Теперь посмотрим, что будет мешать. Мешать будет семерка червовая. Карта говорит о том, что если сегодня, допустим, у нас только переход на новый уровень, не нужно ждать от себя какого-то большого роста, каких-то больших результатов. Не нужно ждать, что кто-то за нас вопросы решит, важные какие-то решения за нас примет. Не нужно рассчитывать сильно на свою семью, на близких, на тех людей, которые вот могут поддержать. Нужно самому как-то стараться брать на себя инициативу, тогда будет очень удачный день. Конечно же, можно пользоваться помощью дополнительной, но при этом все равно ответственность должна быть на нас. А что будет помогать? Девятка червовая. Карта говорит о том, что будут нам помогать какие-то события новые, люди новые, какие-то будут перемены очень важные, все нам на благо, да. В общем, карта сама переменчивая, и помогать нам как раз будет вот то, что новое входит в нашу жизнь. То есть не нужно от этого отказываться, не нужно бояться каких-то перемен, потому что это вот обязательно нам на благо, на лучшее. Теперь посмотрим, что будет в отношениях. Для тех, кто в поиске партнера, король червовый, карта говорит о том, что, скорее всего, вы по-новому увидите человека, который давно рядом с вами, либо вас могут познакомить там друзья, родственники с каким-то человеком, который, может быть, для вас раньше даже и не представлялся как ваш партнер будущий. А для тех, у кого есть уже пары, шестерка трефовая, здесь карта говорит о том, что в отношениях будет очень многое зависеть не от вас, а либо от вашего партнера, либо от обстоятельств, которые будут складываться. В общем, здесь будут, возможно, такие ситуации, которые нужно будет
просто принять, да, их поменять сложно будет. Давайте посмотрим, чего это будет касаться. Но в основном это, знаете, разговоры, сплетни других людей о вашей половинке, да, то есть вы не можете, допустим, заставить замолчать кого-то, потому что, ну, это не в нашей власти. Самое что лучшее, что мы здесь можем сделать, это не верить тому, что говорят о нас, говорят о нашем партнере, о нашей семье и так далее. Потому что сегодня слухи все эти будут, как бы, во-первых, неправдивые, да, во-вторых, если, допустим, мы допустим хотя бы немного, что это правда, мы можем очень серьезно испортить отношения со своим партнером. То есть нужно быть очень осторожными. Кроме того, могут быть какие-то ссоры, споры из-за каких-то лишних трат. Да, допустим, партнер ваш что-то такое купил, на что совершенно вы не рассчитывали, скажем так, не по списку, да, из-за этой мелочи может вспыхнуть вот такая довольно-таки серьезная ссора. Кроме того, могут быть какие-то ссоры, споры из-за людей, которые не относятся к вашей семье, да, это какие-то друзья, знакомые, кто-то на кого-то посмотрел лишний раз, с кем-то поговорил, поздоровался, да, и вот из-за этих мелочей могут быть какие-то проблемы. И для тех, кто в ссоре, дама червовая, карта говорит о том, что здесь у вас перемены к лучшему, да, вы можете вполне здесь помириться, причем этому будет способствовать вот что-то новое, какие-то новости, какие-то люди новые, в общем, какие-то перемены, которые у вас происходят, они будут способствовать этому. Теперь работа. Для тех, кто в поиске работы, семерка пиковая. Но здесь в основном все зависит от той информации, которую вы предоставляете вот работодателю, от тех резюме, которые вы рассылаете. То есть здесь вот как-то больше документы играют роль. Нужно хорошенечко подготовить резюме, чтобы оно отличалось от других резюме, чтобы это не просто вот как, допустим, на сайтах есть форма, вы заполняете туда резюме и все, да. Нет, надо, чтобы оно отличалось от других, чтобы оно отражало вас лично, чтобы там были разного рода ваши достижения, ваши фотографии. В общем, все в самом лучшем виде это нужно оформить, это повлияет на ваше трудоустройство в дальнейшем. Кроме того, может быть, кто-то уже даже 26 мая будет подписывать договор о приеме на работу. Да, то есть бумаги у нас здесь могут быть. Обязательно нужно как бы предъявлять все документы, которые подтверждают ваш профессионализм. Может быть, даже дополнительное какое-то образование. Для тех, у кого есть работа, десятка, бубновая, карта говорит о том, что может быть какой-то неожиданный сюрприз, связанный с работой. Скорее всего, появится какая-то новая информация о как бы вашей, ну, о вашей работе от вашего работодателя, скорее всего. Так, посмотрим, чего это касается. Но в основном это касается вашей активности. Возможно, вы в последнее время думали о том, как вам лучше себя проявить, и вот сегодня предоставится такая возможность. Может быть, вы будете сами настроены на то, чтобы получать знания, передавать знания, и этим как-то выделитесь вот в глазах руководства. Возможно, вы как-то проявите себя очень индивидуально, да, вас заметят. В общем, ваша активность сегодня приветствуется, и благодаря этому могут быть какие-то изменения у вас на работе. Причем здесь все связано именно вот с вашим профессионализмом, да, вот на это нужно делать упор. Для тех, у кого свое дело, туз трефовый. Здесь могут быть какие-то очень хорошие сделки заключены, либо это сделка купля-продажи, либо это новый какой-то партнер, который надолго с вами, да, у которого есть заинтересованность в вашем бизнесе. Может быть, это новый клиент очень хороший, который еще не раз будет к вам сам приходить и приводить других людей. В общем, карта говорит о том, что у вас очень важный день для того, чтобы запустить какой-то процесс очень важный для будущего. Теперь
финансы. Дама бубновая в финансах говорит о том, что, скорее всего, будет доход из нескольких источников. Возможно, это доход от посреднической деятельности, когда вы кому-то помогаете, да, сделку заключить, за это вам платят проценты какие-то. А также эта карта еще говорит о том, что вы будете, возможно, делать какой-то выбор очень серьезный и сложный вот в финансовой сфере. Может быть, придется отказаться от какого-то направления финансового, потому что оно сейчас не приносит деньги, да, и, может быть, нужно будет либо сократить вот источники своего дохода, либо нужно будет что-то дополнительное, новое еще выбрать из того, что вот вам жизнь предлагает. А сегодня как раз будет очень много предложений. И итоги дня: шестерка бубновая. Карта говорит о том, что все пройдет удачно, будут встречаться нужные люди, будут способствовать обстоятельства тому, чтобы все у вас получалось, и вы, в принципе, будете себя чувствовать очень хорошо в конце дня, будете довольны как бы исходом всех вот этих ситуаций, которые будут происходить, и в вашей власти вот сделать этот день очень удачным и успешным. Друзья, желаю отличного дня, желаю, чтобы только самое лучшее сбывалось. Всего вам доброго, до новых встреч.